Собрался я полностью. Ночевал вот в такой вот местности. Водокачка здесь вот воду забирает. Сейчас буду выезжать. Надо еще цепь смазать и все буквально. По-моему, вот по такой дороге буду ехать сейчас первые 13 километров. О, как обдувает! Луч солнца золотого и скрыла пелена. Итак, доброе кармагузинское утро. Заехал в это село проездом. Вот как оно выглядит. Это одно из родных мест Шагабуддина Марджани. Тут он, по-моему, в мечети служил или что-то в этом роде. То ли по медресе работал. Мечеть здесь, да, знатная, но она как бы новой постройки. И здесь его музей в школе есть. Вот она школа. Плюс вот какое-то старинное здание. Ну, где-то, наверное, 19 века селения. Находится вдоль реки. На букву 6. Сейчас посмотрим по карте, как называется. И вот дальше я в следующий населенный пункт еду. Это Епачино. Это родина, место, где родился Марджани. Кармангузинский поселок. Да, здесь все деревьями засажено. Причем дома старинные имеются. И с левой стороны, по левую руку, вот как раз река протекает, Шемяковка. Япанчи или Япанчево. Место рождения Марджани. Сейчас я туда заскочу. Ух. Такое местечко. Здесь установлен памятный знак Шагабуддин Марджани Аль-Казани 1818-1889 год. Его называют в том числе татарстанским Гомером. Был переводчиком, переводил труды различных ученых. Так, здесь находился родной дом. Остался только фундамент. Посмотрите, как раньше на камне строили. Дальше вон снизу есть колодец, надо пройтись, и памятный камень. В принципе, рабочий, но вода там не очень. Я посмотрел, она какая-то зеленая вся. Вот. Здесь вот стоит бутыль. Скорее всего, отстаивает воду. Но у меня есть пока вода. Проблем не испытываю. В 7 утра начинает припекать. Ух. Уньба, онбе. Тут 6 коров пасутся на углу, 7 даже. Это трасса до Чевчугов, поэтому она такая хорошая. Сейчас буду по полям выбираться в Хохлово. Сейчас уже движение активное с утра. Машины мешают. Чем известно Ташлыковали тоже с Казанского ханства в эпоху появились. Так, никаких исторических событий, кроме того, что здесь в медресе, по-моему, служил, работал Марджани. Ну и в целом видно, что здесь тоже коров выращивают, большое хозяйство. И вдоль вот села какая-то посадка начинается с возвышением, такая интересная. Интересно, тут зигзагообразная дорога. Ой-ой. Братан, спокойно. Привет, братик. Собачка. Какая-то красивая. В общем, сейчас ухожу направо в сторону Хохлова по полям.
Вот они Ташуковали. Достаточно развитое большое село. Здесь, наверное, жителей 500-700. Работает, занимается сельским хозяйством. До Казани, в принципе, недалеко. Такие дела. Хардкор. Полевых дорог. Тынь-тынь-тынь-тынь. Вот вчера по таким я накатался. Сейчас вот этот распашенный участок проеду. Будет норм. Это как у нас в Казахстане. Очень похоже поля и все. Офигеть, грязюка, попал. Хоть, казалось бы, поле, сухо, а тут вот в низинке небольшой, то ли поливали, то ли что, грязь. Вот как раз таки Хохлово похоже. С правой стороны открывается вид на старый храм, который в таком состоянии, не отделанном, но стоит. Да, справа вообще, конечно, красиво. Все, долинка такая идет, река. На букву Ш тоже. Шумиха, по-моему. Была Шемяковка, Шумиха. Ши-ши-ши, вот этот район. О, как пахнет ромашкой, ребят. Прям, какая прелесть. И я спускаюсь уже в Хохлово, 1,5 километра осталось. Классненько было. О, а вот она и речка. Вот он и храм Хохловский. Блин, ну он высокий, конечно, не ожидал такого. Все травой заросло, бурьяном. Ну что можно сказать? Здесь вот 4-рик, 8-рик, сверху огромная церковь. И снизу вот этот приход. Иконы висят. Можно посмотреть алтарь. Ни фресок, ничего, к сожалению, не сохранилось. Но строили на века. Да, вот старинная икона. Прям уже заживела. Угу. Вот алтарь. За ним даже молили, свечки стоят. Жалко, да, вот такой объект бы восстановить. Даже лестница сохранилась вверх. Так что будете в Хохлово, заезжайте сюда, приезжают некоторые экскурсанты с Казани под близко. Здесь какими-то гвоздями забивали прям, видимо, обваливалась штукатурка. Апсида такая. Хохлово село православное, русское. Видно, что уже народу не так много живет. Как могли такой упадок церковь провести, не знаю. Ну, есть дома тоже старинные. Хохлово, пока!
закончился подъемище. Метров 200, наверное, взлет. Отсюда Казань даже видна. Похоже. Третий день я от Казани уехал, не видел. Вот через 3 дня вижу. Уф, скатился я в усады. Сейчас на асфальтированную дорогу хорошую выйду. Много машин будет. Попова 7. Вон вижу церковь. Какая красотень! По такой трассе можно и под 30 гнать. Такие красоты в усадах. Как будто древний склеп. Тут изображение Иисуса Христа, икона. Явно тут 17 может быть век. Знаменитое духовное, скажем так, учреждение строилось на средства помещика, купца Сергея Михайловича Тютчева, да, однофамилец писателя, скажем так, который здесь, как я понял, были самым главным меценатом, еще семья Журавлевых. В 1783, по-моему, году закончилось строительство, то есть церковь 18 века. Сейчас служба идет, я в шортах, мне нельзя туда заходить. Чуть-чуть пойду, послушаем просто. Да, запах благовония. Ее изготавливали в каменоломнях, то есть вытачивали, ну это по предположениям, и завезли сюда, потом собрали аккуратно. Вот такие храмы в такой постройке я видел только в Европе, в Сербии. Ну, то есть достаточно уникальная вещь, мало где такое увидишь. Чтобы вот так вот все было вытесано прям, ребят. Ну, тут понятно, фамилию свою набил. Смотрите, это не лепнина. Это все из камня выточено вручную. Вот еще достопримечательность. Какие-то скотские помещения похожи, или что-то в этом роде. Вот она, река Казанка, здесь же вот спиртзавод. Далеко. Сейчас будет подъем в высокую гору вниз. Реально высокая гора, высоко к ней залетать, забираться. Вон аж деревья, верхушки скоро видеть буду. Со мной трафик, машин уходит на большую трассу. А я заезжаю в станцию Высокогорскую. Тут вон многоэтажки, двухэтажки. Я в центр заехал. Тут много. О, пятерочка. Ценим шаурму в Добропёке. Выглядит прикольно, не такая большая. Хорошо зажарили лаваш. Единственное, руки тут негде помыть. Вот. Такой чай взял. Оценим. Как Тимох пришел в себя, припекается равно. Зашел в фикс прайс, взял изоленту. Буду клеить свои стойки постоянно на палатку. Уф, шаурма и так не очень, но энергию она мне дала.
поеду в сторону Пестрецов, Ленина, Кокушкина. По такой жаре 31-32, на солнце, наверное, все 40, блин. Ну, это станция высокая гора. Сейчас еще проедусь по самой высокой горе. Административная часть. Ну, прикольная аллейка, как будто. Вешали гирлянды. Ага, мечеть здесь же. Цветы вот эти, мне нравится, как пахнут. Ну, молодцы. Вот какой-то сделал. Ленин такой молодой. А вот символ, получается, высокой горы и района Чаша. Сама фотка целая, СМД какая-нибудь. А вот Катюша. Это полевая реактивная система ГРАД. Ну, в общем, аналог Катюши. Что сказать, круто. О, и тут, смотрю, дорожку сделали в высокой горе. По ней можно проехать. О, полей меня. Благодарю. Что надо? Полейте меня. Зачем? Да жарко на улице, можно. Прям вот так прям полить? Да. А? Да. Сильно же будет? Да не сильно. Она холодная, смотри вот. Да ладно. О, могу вот так. Круто. Спасибо. Вот в таком виде поеду дальше. Сейчас я не страшна жара. Вообще неплохо, мне нравится. Тут получше, конечно, чем в станции. Современные формы. Вас до меня облили люди. Все как полагается. По велодорожкам. Впервые велодорожки в Казани, можно так сказать, вижу. Вот это прям подъемище. Обочины никакой. Что-то это мне напоминает. Блин, спуски, подъемы, спуски, подъемы. Ну тут вот мечеть, заказание. У выезда прям. Мечетей много в высокой горе. Четыре километра ехать до Пермяков, по-моему. Или Источей. Это самая ближайшая точка к моему дому будет. То есть мне напрямую там километров 20-15 и я дома. За другом? А я по Татарстану путешествую, вокруг всего Татарстана. Сегодня третий день. Третий день? Да. Подъем, подъем. Сплошной подъем. О-хо-хо. Да, тут очень пахнет так соцветиями различными. Скорее всего, пчеловодство развито. Ну и природа, да, этого края удивительно. Близко к Казани. Сейчас там ЖК строят, по-моему. Вот, посмотрите, какие соцветия тут специально высадили. То ли как краски, то ли как лечебные травы. Ну вот, смотрите, киндерка мне. И шо? Пройду, не пройду. Блин, узко. Постараюсь.
Кто-то хотел приключений, вот они, через пешеходный мост узкий, не могу пройти, велосипед не влазит. Еле как протащил. Надо было, конечно, снять сумку да перетаскивать, не геройствовать. Вот они, пермяки. Тоже новая застройка полностью. Ничего старинного нет. Еду по улице Азина. Да. Вот это Пановка, по-моему. Тут собор целый. Огромный храм. В неоклассическом стиле. Куда надо заехать? Церковь в честь святого Николая, чудотворца, в 1826 году открыли. Уйдя в отставку, Тенищев жил в Пановке. И построил Никольский храм как раз таки. Он был выстроен в господствующем для данного времени стиле классицизме. Одной из уникальнейших особенностей храма является наличие двух звонниц. Ну да, кстати, с той стороны тоже звонница. Это единственный пример на территории Татарстана такого храма. И в России таких храмов тоже немного с двумя звонницами. Скончался Дмитрий Васильевич Тенишев 18 октября 1829 в Санкт-Петербурге. В советские годы храм был закрыт и разрушен. С 2007 идет его возрождение. Ну вот, как мы видим, на пожертвование. Это классика заказания. Вот такие вот поля, подъемы. Ну что, ребят, опять приключения. Еду к какому-то озеру. Это лес, где берет несколько речек, впадающих в Казань, начало, Сула, к примеру, Языковский называется. Смотрим. Ой, жесть какая. Такое лесное озеро на реке Сула запруда. Красота. Грязный день. Опять в лужу упала. Тут глина. Смотрите, какая фигня. Второй раз за сегодня. Просто жесть. Все замыло. Даже телефон упал. Я сейчас буду подниматься нафиг отсюда. Сейчас надрыв был у меня полный. Вообще никогда не ездил на эту речку Сула. Во-первых, грязь упал. Во-вторых, подъем был хуже, чем, наверное, на Камском устье. Метров 100 взлет оттуда. Ну, я не знаю, 50 может быть. Но очень резко. Комары облетели тысячи, блин. Взял сразу кардексом. Вроде вот отстали, все равно вокруг ездят. Еле как, на последних силах. О, вижу дорогу. Заставка Windows. Немножко философского контента. Посмотрите, реально, как зеленые изумрудные поля. Деревня Змеева. Неужто тут змеи водятся? Ну, как, опять же, дачный участок. Здесь все снизу, в долине. Аварийная могила недалеко от деревни Змеева. Появляется вся цивилизация. Деревня Салкан-Чишма, в которую я заеду. Ленина-Кукушкина. 5 километров до него отсюда видно. Богородицкая церковь в селе Черемышево. Место, где венчались родители Владимира Ильича Ульянова, Ленина. Вообще деревня старинная, 1560-х примерно годов.
Ух, салкын чешма вечерний. На Кукушкина 2,9. Как раз я выезжаю сейчас на трассу. Вот она, Ленина, Кукушкина сразу. Облагородили тут еще. Не было такого. Детскую площадку сделали с фонтанами. Ленина, Кукушкина. Прикольно. Вот такие парки везде. Ну, развивается Ленина, Кукушкина. Похоже, и тогда я не попал в музей, и сейчас уже закрыто. Государственный историко-культурный музей-заповедник Ленина, Кукушкина. До Пестрецов почти доехал. Правда, еще 8,7 километров. Но по такой дороге быстро, меньше, чем за полчаса. Началось. Меня, сдует с трассы. А еще молния. Не могу никак разогнаться по этой хорошей трассе. Радуга, справа Пестрецы, а сверху дождь. Блин, ну чуть-чуть не доехал, а. Буквально подняться вон и все. Вот такой тут сосед. Такие вот дела. Здесь гончарное мастерство. Сначала сами в каких-то землянках привозили глину, делали на общие нужды для казанцев. Потом возникла необходимость сделать керамику. Запросы выросли, но производства не было. Ну и один мастер из Питера об этом узнал во время учебы, со своей супругой сюда приехали, сделали вот настоящий ремесленный, и появился даже какой-то рисунок пестричинский. Вот в Краеведческом музее можно посмотреть это дело. Чем еще известно? То, что здесь река Мёж протекает, и Мёшинский порог искусственно созданный, природная достопримечательность человеческая, да? Ну и фабрика Пестричинская. Да, здесь же еще фестиваль проводится, посвященный данной птицефабрике, вообще птицам. Скорупино называется. Надеюсь, кафе нормально, через 1,5 километра и работает. Отсижусь там, а потом буду решать, где ночевать. Вот тоже, посмотрите, во всех почти что городках Татарстана это сделали. В Атине что-то я не видел. Даже Ленина, Кукушкина. Прикольно выглядит, нестандартно. С нами вкусно.
Привет, парни в Пестрецах. Как вас зовут? Нормально. Как вас зовут? Никита, Рамир, Егор. Чем занимаетесь тут? Я футболом и хоккеем. О, ничего себе. Бегаю. Футбол, конечно. В Ледовой арене там или где-то еще? Да. Там как раз ледовый футбол. Ясно. Дегустация номер 3. Шаурма в Пестрецах. Сырная, 150 рублей стоит, дороговато, порция тоже небольшая. Думаю, наемся. Вот соус вкусный. В целом пока что лучшая шаурма, которую я пробовал. Я думаю, баллов на 80 потянет. Вкусный лаваш, вот это пита сырное. Что еще? Мясо чувствуется, что свое пестричинское, прям много раз зашло. Ага. 5 стопов бьет. Разными цветами подсвечивает. Вот так вот. Круто, круто. В Пестричинском районе уже в 3 местах я вижу вот такое пространство облагороженное. Лена Кукушкина здесь на въезде. И вот это основное. То есть в Пестричинском районе заботится о молодежи, о семьях с детьми. Что очень заметно. Но здесь очень много, в общем, молодежи. В отличие от других сел, которые я посещал, где по 230 человек всего лишь. Ладно, так. О, в лесу холодно сразу чувствуется. Приставучие жуки летят. Машкаровые. Да. Вот он, Мешинский, не знаю, пойдет, слив, как его назвать еще. В общем, порог. Блин, круто, такой шум, как водопад, реально. Площадка.